Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Ежегодная пресс-конференция президента Анатолий Бибилов подвел итоги уходящего года и ответил на наиболее острые вопросы. В Южной Осетии прошла церемония награждения фотоконкурса «Южная Осетия-2021». На сцене Угостинского государственного драматического театра состоялся просмотр постановки «Последний свидетель». Накануне состоялась итоговая пресс-конференция президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Представители СМИ затронули такие важные вопросы, как соглашение о двойном гражданстве, работа комиссии по делимитации и демаркации госграниц, цены на таможенные тарифы и другие актуальные для государства темы. Ежегодная пресс-конференция Анатолия Бибилова длилась 2,5 часа. Глава государства подвел итоги уходящего года и ответил на наиболее важные вопросы. Глава государства поздравил журналистов с наступающим Новым годом. В 2022 году республику ожидает яркое политическое событие – президентские выборы. Анатолий Бибилов в ходе пресс-конференции заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Fetchog der keşfen der kandidat mava fetchog deru adam evvenk şinat adam evvenk kevratui ve khoma kezana khaw prezident ama kezana khamandar shmid iskanjenis evvendin shmil adam avina وما جسكوا فتشوفته ما جسكا ما زفته قد كانم يا روز قدر رفته كانم أبونال شخصتيس أما ش برنامجتيس أما ش كوستيس بابستون کنن هردون قوم بابستون کنم اما استی افتی زغم من نیش جیز داره شمی و نف فراخ هستون اما شوم پرزیدنت بناتما ویت خیمه نه آدم راز من مبونش اسکم جنای زهون آخم قطعگنای کشمه کلم پکنا شمی افزرستماشون. Соглашение о двойном гражданстве – один из самых значимых документов, подписанных в этом году. Президент рассказал, на какой стадии находится соглашение. Это соглашение ратифицировано. Мы ждем ратификации соглашения в Государственной Думе Российской Федерации, соответственно, и в Совете Федерации. Я думаю, что это не заставит себя долго ждать. И как только это соглашение мы обменяемся нотами, сразу же будет обозначена процедура сама, то есть технические вопросы, это, конечно, прерогатива наших российских коллег, они уже обозначат технически, как это будет необходимо сделать, и я думаю, что в январе месяце мы уже точно будем знать, какие необходимо сделать шаги человеку для того, чтобы получить российское гражданство. В последнее время наиболее остров стал вопрос по госгранице. Анатолий Бибилов на вопрос журналиста о работе комиссии по делимитации и демаркации границ и о ситуации в селении Уиста ответил однозначно. Это очень такой на сегодняшний день, насколько я понимаю, такой злободневный вопрос, который муссируется, обсуждается, где перефразируются слова президента, где идет искажение той реальной ситуации, которая есть, и вообще вокруг этой истории. Для своих людей не хочу больше войны. Для нашего народа не хочу я больше войны. Тот пост, который есть, мы политическими способами будем решать. От этого мы никуда не денемся. Журналистов также интересовало, на какой стадии находится расследование обстоятельств смерти Инала Джабиева. По словам Анатолия Бибилова, дело находится в Генеральной прокуратуре на доработке материалов уголовного дела. Речь не может идти о каком-то снисхождении к виновным, о каких-то... Иногда человек слышит такие слова, вот они затягивают, чтобы там спустить на тормоза. Нет, такого нет и быть не может. Все, что делается в рамках этого уголовного дела, делается именно в рамках закона
И именно в рамках закона будут выноситься те решения, которые будут способствовать, конечно, наказанию виновных. Цены на таможенные тарифы в новом году не повысятся, заявил в ходе пресс-конференции Анатолий Бибилов. Таможенные тарифы могут увеличиться только вместе с повышением в республике уровня жизни населения, подчеркнул глава государства. Я не знаю, кто такие фейки распространяет, но даже в мыслях ни у кого не было, чтобы повышать на данном этапе, я имею в виду, в том числе и в будущем году, повышать, значит, стоимость растаможки. Этого нет. В ходе пресс-конференции Анатолий Бибилов дал положительную оценку работе правительства в 2021 году. Более того, перед ними поставлена задача в новом 2022 году снизить цены на бензин и дизтопливо в Южной Осетии минимум на 2 рубля. Анатолий Бибилов ответил и на другие важнейшие вопросы. Стелла Бязарова, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Анатолий Бибилов встретился с жителями Лениногорского района. Мероприятие прошло в рамках ежегодных встреч президента с населением. Был затронут вопрос вынужденного закрытия пунктов пересечения государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией гражданами в упрощенном порядке. Тему продолжит Анжела Кукоева. Глава государства поздравил собравшихся с наступающим новым 2022 годом и пожелал здоровья и благополучия. Президент предложил построить встречу в формате вопрос-ответ и, не дожидаясь первого вопроса, сам поднял тему пересечения границы с Грузией. Он напомнил, что пункты пересечения государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией гражданами в упрощенном порядке были закрыты после выставления незаконного грузинского поста в районе села Цнелис Снаурского района. Для решения этой проблемы необходимо убедить грузинскую власть поменять политику по отношению к гражданам Южной Осетии и прекратить провокационные действия, подчеркнул президент. В прошлом году тоже говорили. Я говорю, послушайте, мы, если живем в одной республике, если мы любим эту республику, если нам точно так же дороги люди, как в Лениногорском районе, в Знаурском, в селе, в Джавском и так далее, если мы имеем понимание, что мы один народ, то мы вместе должны бороться над теми беззакониями, которые творят извне. Там у вас есть родственники, дети. Почему бы им не собраться и сказать, из-за вас мы не можем попасть к нашим родителям, детям, братьям, сестрам, потому что вы выставили незаконный пост. Почему не скажут? Потому что их сразу арестуют. Здесь гораздо лучше. Скажите своим детям, чтобы приехали и здесь с нами жили. Что там такого? Не надо туда уезжать, сюда приезжают пусть. В ответ на обращение одного из участников встречи, желающего выехать в Грузию, президент отметил, что ему известны случаи, когда жители района, выехавшие на территорию Грузии, затем незаконно пересекали границу с целью получения юго-осетинской пенсии, после чего возвращались в Грузию под предлогом тяжелой болезни и необходимости прохождения лечения на территории сопредельного государства. Что касается здоровья, вот здесь есть министр здравоохранения. Если есть необходимость, и мы многих отправляем на лечение, правильно? Примут решение, поедете и будете лечиться. Жители поселка отметили и положительную работу главы районной администрации Владимира Гульева. Почему мы не делимся тем, что у нас у большинства хорошие зарплаты? Почему мы не делимся тем, что у нас хорошие пенсии? Да, есть проблемы, но они же решаются. Почему мы не хотим делиться? Вот первый вопрос, который я сейчас хочу задать. Из всех глав района, которые здесь были, Гульев на каком месте для вас стоит? Он хороший? На первом. Почему вы об этом не говорите? А кто вам его прислал? Вы думаете, Гульев сам двери открыл и сюда напролом явился?
Жительница райцентра обратилась к главе государства с просьбой обустроить парк для отдыха детей. Президент пообещал, что парк и детская площадка будут обустроены в следующем году. Он также дал соответствующие поручения после просьбы другой участницы встречи об увеличении количества регулярных транспортных рейсов из Ленингора в Цхинвал. Анжела Кокоева, Тамерлан Кусраев, Аида Кочева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Глава государства Анатолий Бибилов принял участие в открытии Ленингорской районной новогодней елки и вручил детям подарки. Студенты актерского факультета Югостинского госуниверситета вместе с артистами Госдрамтеатра представили собравшимся новогоднюю сказку. Анатолий Бибилов поздравил детей Ленингорского района с наступающим Новым годом. Президент принял участие в праздничном мероприятии открытия поселковой новогодней елки. Глава государства пожелал всем детям Ленингорского района здоровья и исполнения новогодних желаний. Я бы очень хотел, чтобы 2022 год был гораздо лучше, был гораздо счастливее. И чтобы самое главное, те проблемы, которые у нас есть, чтобы этих проблем в новом году не было, а наши дети радовались, развивались, чтобы были здоровы и счастливы. Для маленьких гостей и их родителей отделом культуры и администрации Лениногорского района была подготовлена развлекательная концертная программа. Студенты актерского факультета Юго-Осетинского государственного университета вместе с артистами Государственного драматического театра представили собравшимся новогоднюю сказку. Сказочный герой Дед Мороз со Снегурочкой поздравили детей с наступающим Новым годом. Пожелали счастья и здоровья в 2022 году. К поздравлениям присоединились и представители администрации района во главе с Владимиром Гульевым. В завершении мероприятия Анатолий Бибилов вручил детям новогодние подарки. Также глава государства вместе с уполномоченной по правам ребенка Татьяной Цхавребовой навестил воспитанников Ленингорского детского дома, побеседовал с детьми и вручил каждому новогодний подарок. Анжела Кокоева, Тамерлан Кусраев, Аида Кочева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В новом году Госдрамтеатр Южной Осетии представит на суд зрителей спектакль «Последний свидетель». Режиссер-постановщик, художественный руководитель театра Тамерлан Зуцев, автор пьесы Алан Устаев. В масштабном спектакле задействована вся театральная труппа, а также студенты актерского факультета Югостинского госуниверситета. Премьера спектакля «Последний свидетель» состоится в январе нового года. Проделана большая работа. Спектакль готовился не один месяц. Показ должен был состояться в первой половине текущего года, но по причине длительного карантина был перенесен. В первую очередь спектакль был вынесен на суд художественного и общественного советов, которые были созданы специально при Госдрамтеатре. В основу спектакля вошла трагедия, которая рассказывает о событиях июня 1920 года, когда Грузия устроила геноцид осетинскому народу. Тема, которую тяжело прочувствовать эмоционально. В плане исполнения художественного оформления тоже все довольно-таки сложно. Спектакль с разными местами действий и с большим количеством действующих лиц. Специально для данной постановки были приглашены специалисты из Российской Федерации. Кроме того, для воссоздания спецэффектов была закуплена специальная техника. Режиссером спектакля является Тамерлан Зуцев, автор трагедии Алан Устаев. Композитором выступил Мурат Плиев, художник Мадина Санакоева и художник по костюмам Татьяна Кочева. По словам режиссера, в будущем спектакль планируется вывозить и за пределы республики. После просмотра спектакля, который длился почти 4 часа, прошло обсуждение, где были озвучены небольшие замечания и приняты во внимание режиссером. Премьера спектакля состоится 20 и 21 января. Яна Привали,
Вадим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. В столице состоялась церемония награждения участников фотоконкурса «Южная Осетия-2021». Несмотря на небольшое число участников, директор Центра народного творчества Эльза Гучмазова отметила высокий уровень всех представленных работ. О победителях и призерах репортаж Оксаны Джуевой. В Южной Осетии прошла церемония награждения фотоконкурса «Южная Осетия-2021». В этом году в конкурсе принимали участие всего 5 человек. Как отметили организаторы, на количество участвующих повлияла пандемия. Фотоконкурс прошел в 3 номинациях: «Южная Осетия в лицах», «Пейзаж» и «Достопримечательности». Всего представлено 38 фотографий. Директор Центра народного творчества Эльза Гучмазова отметила высокое качество всех представленных работ. Ежегодно проводим фотовыставки, фотоконкурсы, фотовыставки. В этом году, 15 сентября, мы провели фотоконкурс. Но из-за ковида, из-за карантина мы не смогли сразу провести фотовыставку. Я думаю, что в этом позитив, нотки радости несет наша фотовыставка в наш мир. Работы оценивала компетентное жюри, председателем которого стал народный художник республики Тамерлан Схавребов. Среди номинантов Анастасия Василенко. Она победила в номинации «Достопримечательности». Сама девушка из Новосибирска говорит, что влюблена в красоты Южной Осетии. Она поблагодарила жюри за высокую оценку ее работ. Живя в таком прекрасном месте, в такой прекрасной стране, вообще остается только успевать запечатлевать моменты. Мне кажется, любой, кто сюда приедет, он сможет сделать такие же замечательные фотографии, потому что красота этого места определяет. Заместитель министра культуры Джулия Таджижанова поздравила всех участников с победой. Я хочу сказать, поблагодарить всех, во-первых, кто здесь присутствует, организаторов, Республиканский центр народного творчества и Министерство культуры, потому что без помощи Министерства культуры они нас всегда поддерживают. Зал нам предоставили, Республиканская библиотека. Спасибо и всем большое дирекции библиотеки, Министерству культуры, Республиканскому центру, Схавребовой Аяне. Она была ответственна за это мероприятие. Спасибо вам всем большое. Особо хочу поздравить участников, победителей конкурса «Южная Осетия 2021». Специальным призом Республиканского центра народного творчества наградили Мальвину Валиеву за цикл фотографий в номинации «Республика Южная Осетия в лицах». Победители и призеры помимо грамот были поощрены денежными призами. Первое место – 5000 рублей, второе – 3 и третье место – 1500 рублей. Оксана Джуева, Ринат Медоев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Новый год в Олимпе. Юные гимнастки представили на суд зрителей зажигательные номера с выполнением сложных элементов. Тренеры остались довольны выступлением своих подопечных. Подробности в репортаже Розы Тедеевой. С показательных выступлений начались соревнования по художественной гимнастике во Дворце спорта «Олимп». Юные гимнастки устроили красивый праздник, подготовили зажигательные номера с выполнением сложных элементов. Соревнования «Новый год в Олимпе» являются заключительными и проходят ежегодно. Юные спортсменки показывают свое мастерство, все, чему научились. И на этих соревнованиях, в принципе, мы подводим итоги проделанной за год работы. И в то же время это праздничные соревнования, это подарки, это радость для детей и показывают свое мастерство. В соревнованиях участвует около 30 гимнасток в соревновательной программе.
от 2015 года рождения до 2009 года рождения дети. Они показывают свою программу, которая должна выполняться в их возрастной группе, возрастной категории. Мастерство гимнасток оценивается не только по выполнению гимнастических упражнений и элементов, учитывается сама постановка и артистизм спортсменов. Художественная гимнастика предполагает выступление с 5 предметами, и каждый из детей вправе выбрать то, что у него лучше получается, и то, что, какие композиции у них есть. Как вы видели, это упражнения и с обручем, и с булавами, и с другими предметами тоже. В этом году в соревнованиях принимали участие только спортсмены по художественной гимнастике. По оценкам тренеров они показали хорошие результаты. Роза Тедеева, Рауль Кочьев. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.